11. Блин, даже не знаю, сколько я спал. Много. Вот это единственное, чего тут не хватало. Доброе утро. Так-то, в принципе, вообще отлично поспал. Уютно очень, спальник у меня вообще шикарный. Это вот, считай, первый раз в эти дни пробую. Тестирую. Вот, ну, сейчас первый раз потестировал нормально. 10 градусов, 10-12. Единственное, что ноги не вытянуть нормально. Сегодня природа дала мне выспаться. Ночью дождь шел. Я же хотел вот рассвет поймать. Лена стоит. Все, встала, затор. Я проспался. Время сейчас 11. Я даже не знаю, сколько я спал. Я вчера вырубился, не стал даже снимать ничего. Что-то я так поел, пошатался, тут что-то растерил, рубанулся. Прям усталый был сильно, сил не было. Ну, не знаю, в 12 час я заснул. Я считаю, спал сейчас часов 10, наверное. 10-11. Блин, даже не знаю, сколько я спал. Много. Но зато отоспался. И теперь с новыми силами двигаться дальше. Только вот что дальше-то? У меня через 2 дня сплав начинается. Уже как-то надо домой перебираться, собирать вещички. Алина хочет тут, я не знаю, насколько он задержится. Так, поехали, движуха. О! Ах, как круто просыпаться на свежем воздухе. И вот этот первый глоток свежоты, вообще кайф. Сейчас, наверное, воды накипячу. Тепленько помоюсь. Сейчас подримся. Хорошо, что у меня в привычке с вечера заваривать горячий чай. С утра просыпаешься, у тебя есть уже горячий бодрящий напиток, что-нибудь перекусить, и ты полон сил и энергии. Чувствую себя, как назвать, вот исследователем. Вот смотрите программу про природу, про животных, например. Там же тоже люди неделями могут где-нибудь высиживать, чтобы, допустим, ждать какое-нибудь редкое животное. То есть это такой труд во времени тоже серьезно растянут, чтобы сделать для вас, допустим, фильм там 40-минутный о природе там Сибири, ну что-нибудь такое. И мне это всегда нравилось, это очень интересно. Я готов посвящать свое время этому, чему-то подобному. Вот, думаю, как мне это начать делать. Ну или я уже начал. Надо себя привести в более кинематографичный вид. Да? Газ кончается. В целях экономии решил, что надо его в машине запускать. Кипяточку добавил. Потеплее водичка. На самом деле даже не думал, что мне придется несколько дней так вот тусоваться. Хорошо, полотенце захватил. Я так уже ходил, только возьму на всякий случай. Газу взял там, ну, уже было меньше баллона этого маленького. Второй что-то даже не стал искать. У меня был где-то баллон еще. Это говорит о том, что машина же на всякий случай лучше с запасом все брать. Это вот мне урок на будущее. Сейчас вот у меня газ кончается. Итак, друзья, ситуация следующая. Вкратце еще расскажу для тех, кто не смотрел первые 2 части. В общем, я ловлю ледоход. Мы находимся, это Кангаласский мыс, Кангаласы. Это в 40 километров от Якутска. Вот Якутск с той стороне, вверх по Лене, перед нами просторы Лены открываются.
Вот в 40 километров выше по течению от Якутска, ну примерно так, находится Табага, Табагинский мыс. Вот там ледоход пошел. Я его застал там вечером, уже поздно приехал туда. Ну, уже снимать было темно, и я не смог подъехать к берегу, чтобы там вот так вот, как сейчас я стою, остаться заночевать. Я именно так хотел. Я пытаюсь совместить все свои хотелки. Поэтому, так как я не проехал, я решил, что раз там уже ледоход вовсю идет, а у меня задача поймать именно начало, когда вот все начнет двигаться. Хочу увидеть, как лед давит на берег, вот он заваливается. То есть, ну, не знаю, получится это, не получится. Уже у меня сейчас такая задача хотя бы, в принципе, вот ледоход поснимать. Вот. Сейчас какая ситуация? Вчера пошел лед. То есть тронулся, я побежал вниз там его ловить. То есть середина шла. Недалеко отсюда, получается, лед встал. Уперся. И резко вчера стала вода подниматься. Я там даже с дороги еле успел уехать. Дорогу начал топить. Вот это прямо передо мной панорама изменилась на глазах. Поднялась она на что-то 970 с чем-то сантиметров уровень воды, а критический уровень 1000 сантиметров. 10 метров, то есть уже близко к критическому уровню. Вот сюда идет вдоль сопок дорога. Я так понимаю, что это единственная дорога, чтобы выехать из Кангалас. Ну, где-то еще есть через Намцы, туда там крюк делать. Ну, а там мне выезжать отсюда. Если сейчас дорогу затопит, я могу тут остаться. Ну, надеюсь, не затопит. Обычно, когда затор, ты не знаешь, сколько ждать, там 2-3 дня это все будет. Я так понимаю, что, опять же, пошли слухи, что, возможно, там все, ну, будут взрывать сейчас лед. Поэтому буду ждать. Я нахожусь на одной из первых сопок. Ну, вот идет сопки, вот так поднимается от Кангалас. Вот здесь просто, ну, менее людно. Основные вот там вот люди видно. Там дальше беседка. В общем, дальше еще вот сопки. Сопки, там палатка МЧС стоит. Но как только движуха начнется, на машине перееду туда подальше. Что-то дождь капает. Так. Опа, сколько всяких штучек. Причем можно было цвета комбинировать. Я вот и накомбинировал. Накреативил. Это самое сложное было для меня выбрать цветовую гамму. Видите, тут там был красный. Такой вот цвет, вот, как это назвать, пиксель, синий. Сам гамак у меня синий. Блин, я не знаю, как его собирать. Инструкция вроде есть. Так вот он как-то крепится, система. Вот, хорошие деревья. Хорошо так стоят. Ночуем, что ли? Ну, я тут третий день. Но пока в машине. Блок снимай. Но сейчас просто гамак новый купил, вот его решил повесить. Заодно на видео. Так же, как в прошлом году испытания делать? Ну, вы же на улице начали. Помните, да? Да-да-да, здравствуйте. Я прям соскучился, поэтому я так в машине, куда хочешь ездишь, развлекаюсь. Ну да. Вот систему купил, у меня был гамак просто же самодельный, а тут уже вот полноценный, здрасте. Да. Да, вот я как раз снимаю, да. Помашите нам привет, передайте. Встречались на Табагинском же. Там, ну, в прошлом году. да, год назад. Слушайте, ну балдеж, погодка вообще огонь. Солнце вышло, небо очистилось, но там вот не очень чистое, в общем, переменчивое. Повесил, в общем, все. Сейчас я вот тент поднял вверх, но при этом вот тут, конечно, если дождь пойдет косой, будет сюда попадать вода. Просто вот так вот он на оттяжках, на резиночках крепится, и вот такие вот стропы, чтобы кору не повреждать, и к стропам вот привязываюсь. И вообще прикольно. Тема просто даже валяться. Так вот, смотрите, лежишь, и у тебя вид такой. Ну, можно вешать гамаки, в чем их вот крутость, что их можно вешать в какое тебе вот интересное место, чтобы красивый вид. Я всегда вот со своим старым гамаком, когда ходил, в походах идешь, я бывало прям на пороге ставил, прям порог пролетел. Конечно, спать тяжело было, шум. Москитку я пока убрал. Вот здесь вот, опять же, вот сеточка, телефон. Сюда как раз. Потому что вот это тоже ночью всегда вот, ну, было неудобно. Куда вот. Все, положил, телефон убрал. Вообще тема. И вот накидка, если вот спать. Москитка это одно, а вот так вот ложишься, накрываешься, застегиваешь ее тут.
И вот уже закрытый ты вот лежишь. Главное мне было сейчас протестировать все это. В выходные мы пойдем уже на сплав, чтобы я там не тупил. А уже сразу знал, что как делать. Вот уже знаю. Так, я слышу звук вертолета. Я думал, сейчас, может быть, здесь начнет сбрасывать. Думаю, неужели? А нет. Третий день сегодня. Третий день живет человек Живу здесь. в машине, вот сейчас гамак повесил, вот там, покажи. Я вот только купил, крутая тема. Ну, ледоход же, вот он начался оттуда сверху по течению, вот, и вот вниз сюда идет. Здесь я специально выбрал эту площадку, потому что обзорный вид очень хороший. Ну, здесь вообще шикарно. Ну да, здесь красиво, мне нравится. Здесь Вот. первый раз. Вот территория, вот это здесь, по идее, это суша. Ну, не все суша, тут как-то так смешано. В общем, Воды не было. Были протоки, было воды не так много. Вот то есть я вот, у меня прям на видео я снимал одно. Пока спустился, то есть подвижки льда пошли, я думаю, о, да, все, нашел. Это старт. Побежал вниз на машине, поехал. И лед подвинулся. Ну, двинулся так, что он не сильно на берег залез, я вот этот момент не особо не поймал, а шла именно середина, то есть вот он тут стоял, в этом заливчике, а пошла середина, то есть, ну все равно это ледоход, это вот он пошел, и резко начало топить, видимо там затор дальше, вот сейчас почему он встал. Он там, Ну сейчас вообще никакого движения да, нет. бывают узкие места на лени, то есть, и вот как раз вот тут 3 узких места, вот говорят вообще вот вокруг Якутска это здесь, Кангаласа, потом дальше деревня, не помню название, забыл. В общем, и еще там дальше какой-то медвежий остров. В общем, три узких места, где вот оно сходится. Затор встал и все. Все остановилось. И вот вода стала подниматься, потому что вот тут тупик образовался. И вот это все на моих глазах. Я был внизу, стал уезжать, и дорогу стало затопить. Ты он там внизу совсем был? Да. Ну там внизу дорога идет. Вот отсюда видно, я не знаю, камера передаст. Вот и так это бегаешь опасно. Я вот боюсь, что сейчас я тоже как грохнусь. Ну мы же альпинисты тут. Ну это ты альпинист, а я нет. Вообще, ну ты аккуратненько, да. Смотри, вот видишь, вот затоплена дорога. Угу. То есть вот здесь дорога очень низко идет. Я был там на пирсе и буквально обратно возвращался, уже там вот полмашины затопило. Я прям по луже уже ехал. А где все эти МЧСники и так далее? Кто-нибудь там приезжал их сюда? палатка дальше. Они следят. У меня как бы друг, я звонил, он говорит, мы они спасатели. Есть МЧС, есть спасатели Якутии. Это разные вещи, кстати. Вот я это здесь узнал. Ждем. Долго здесь будешь жить еще? Я не знаю. У меня сплав через 2 дня, и по идее уже пора будет заканчивать. И вот будут взрывать, если взорвут сегодня. Ну, то есть все говорят, что вероятно это Вот будет сегодня взрывать. должны были, да, взрывать, потому что уже приходило оповещение. о Я жду мероприятиях. взрывов, чтобы бух, и все пошло. Я хочу А ты думаешь, здесь ты их увидишь, услышишь, эти Не, взрывы? Я хочу, чтобы лед наконец пошел. А. Я это снял и завершил уже свой Видос-видос, да? ролик наконец-таки, да. Новый гамак я приобрел. Теперь уже конкретную систему, сделанную профессионалами для того, вот для этого дела. Нагрузил и взорвал. Слышали звук? Тихо, взрыв был? Да! В общем, мы услышали один взрыв, сейчас бух. И побежали, все включили камеры и тишина. Все включили камеру, 2 человека. Все вдвоем включили камеры и ждем второго взрыва. Но второго взрыва что-то нет. Сначала надо начинать? Нет, продолжаем. Ты же нарежешь, да? Конечно. В общем, вот такая система. Они позаботились о том, чтобы, например, деревья кору не обдирали. Мне это нравится. Я купил полноценную комплектацию, полную. Вот это бонус был. Это снизу такая штука. Вот я ее порвал, потому что дурачок неправильно все сделал. Она там вещи вот снизу. Вот ты же в этом, получается, лежишь как куколка такая, и так вот, да, и все. Не, ну лежишь круто вообще. Почему я его приобрел для Якутии? В Якутии очень много комаров и мошек. Правда? Да, такая тема. Я вот это знал, но не испытывал на своей шкуре. У меня есть гамак, который не закрывается, а просто вот такой кусок ткани. А сколько ты находишься в Якутии, в Якутске? 1,5 года. 1,5 года. Ну, это мое второе лето, я теперь... Ну вот, и прошлым летом что, не было комаров и мошек, что ли? Были, я поэтому не спал в гамаке. А. Вот я купил себе гамак, и теперь буду спать в нем. Потому что есть вот эта москитка. А живешь ты на этой горе, да? Ну, эти дни, да. Потом через 2 дня мы едем на сплав на КТМ. Будем сплавляться уже на байдарках. Потом на охоту поедем на 10 дней. Подушка, вот здесь такой специальный кармашек. Я вот сюда штаны засунул, и у меня подушка образовалась. Потом вот дополнительный бонус, это вот эта накидка сверху, потому что если холодно, ты вот ее спрятался под нее. Внутри у меня в гамаке сюда, тут двойной слой. Там у меня еще самонадувающийся коврик. То есть туда пенку можно засовывать, это вообще вещь. Самая тема гамаков, что ты можешь их вешать в какое-нибудь видовое место красиво. Ляг, полежи. Будешь, не будешь. Так, вот, оп. Ништяк. Нет, сейчас уже улыбка такая. А тогда были грустные глаза.
Разведку произвел, но немного неполноценно. Вот, слышите, пищит. Это у меня вечно что-то одно, то другое. Заряд этого сел пульта. Ну, еще тут ограничение высоты, слабый сигнал. Я хотел подальше отлететь, а там что-то сигнал потерялся. Прям все там это тормозить начало. Я испугался, его обратно пригнал. В общем, ну, не полетал так, как хотел. Но полетал. Так что нормально. По идее, вот дальше надо туда, на мыс. Сейчас как-то добраться. Там вот скопление льда хорошее, а здесь уже вот все уходит. Смотрите, как вот... Ну, я думал, что ледоход это... Ну, может быть, так и есть, не знаю. Вот, потому что лед тут был и ушло. То есть это неужели это так вот он разом так проходит и все, уходит? Ну, наверное, да, он какую-то длину имеет. Потому что вот там уже все, вот я смотрю, вот чистое. Там, где основное русло течение. Вот здесь вот уже ничего не остается. 8 час. 20 минут 8. Сейчас поздно уже ехать, уже солнце садится, уже и толком ничего не снимешь. Ладно, что, просто так, что ли, ночевал тут 3 дня. Гамак соберу, систему все это упакую. Там, в принципе, я все проверил, все, что надо было. Съездим, давайте посмотрим, что там дальше. Вот мы огибаем мыс сейчас. Что-то и отсюда все ушло. Неужели я упустил момент, ну, самого ледохода такого мощного, походу. Итак, разведка показала, что ледоход стремительно прошел. Я вообще не ожидал, что это будет так быстро. Офигеть. Еще сегодня с утра я смотрел, как все стояло здесь во льду и думал, ну, сейчас там на пару дней это растянется. Взорвали, бум, разочек, один взрыв был, и все пошло. Вот, все чисто. Сейчас вот дальше там спустимся. Я вообще не знал, что это так будет. Ну вот, все приходит с опытом, в следующий раз буду понимать. Получается, то, что я в том году был на Табагинском мысе и застал это зрелище, это вот мне повезло, по сути, что это вот был вот момент. Мог бы в этом году также вот туда поехать, и вот я же приехал туда, там все это шло. И мог бы остаться на ночь, с утра бы все это поснимать. Но я думаю, что видео таких снятых с ледоходом достаточно, чтобы поискать на ютубе и посмотреть. А моя задача была найти что-то более интересное в этом процессе, в этом зрелище. Как минимум за эти дни я для себя нашел интересное. Это вот, ну, в принципе, вот это то, что я хотел. Мне сейчас не представляете, как внутри все вот перевернулось так вот в положительную сторону. Мне вот этого очень не хватало. Что-то был такой небольшой кризис, даже творческий. А сейчас прям вот... Даже в этом плане у меня изменения на ваших глазах вот за эти несколько дней произошли. Конечно, я хотел поймать и самую мощь ледохода, когда он идет, потому что меня, вот я говорил, что именно это зрелище очень завораживало. Я мог просто сидеть вот так, сесть и наблюдать, как идет лед мимо меня. Ну, это было очень круто. Это я наблюдал с Табагинского мыса. Люди ушли, я вот ждал пока. Насладиться вот этой тишиной, далеким шумом моторов. Птицы, ай, прям бальзам на душу. Сейчас еще последние какие-нибудь кадры сделаю красивые и едем домой. Пора уже, получается, потому что я же сейчас то, что здесь пропадаю, я не могу делать ролики следующие. У меня пока этот выйдет, еще несколько других должно пройти. Работа кипит, летняя, это круто. Я в восторге, я доволен. Я думаю, что вы это должны сейчас чувствовать, вот эту энергию, которая положительная, которая внутри меня. Я хочу вам ее передать. Держите, держите, хватайте. Готовьтесь к лету, скоро сезон. Так что начнется вообще крутотень. Все, лодки начали уже по самой лени ходить. Вот сейчас рыбакам, охотникам раздолье. Пошла навигация. Как быстро все освободилось, а? Просто, вух, смотрите, прям вот все, чистый бассейн. Ну, по крайней мере, здесь. Дальше вот видно, что там лед стоит, там еще. Вот здесь затор. Основное русло идет там сверху, и там затор похоже. Не знаю. Заскочим еще подсобки вниз, там где дорога. Хочу посмотреть, как ее там затопило. Такое настроение у меня прям. Я рад с вами этим поделиться. Именно такой позитивный настрой сейчас поможет мне дальше качественно, круто работать. Не хватало мне этого. Очень. Я прям испугался, что мне это уже не вернется, такое, ну, внутреннее вдохновение. Ничего, куда оно денется.
дома, не знаю, жилые, либо это дачные участки. Ну, это, конечно, местность постоянно топит. Я представляю, как здесь, каково здесь, ну, жить, я не знаю. Хотя живут же, я так понимаю, что сегодня в Жатае эвакуировали дома. Там сколько-то 80, что ли, человек эвакуировано. Ну, не буду брать цифрами, не помню. Но, по сути, вот все размыло. Представляете, как вот людям сразу чайки налетели. Их столько не было еще, по-моему, позавчера. Как только вода пришла, сразу все появились. Вот так вот все затоплено. Это дорога, я так понимаю, все вот дома. Я первый раз вживую все это вижу. Вот раньше только вот, говорю, показывали просто репортажи в новостях, что там, ну, разные регионы топит по весне. Не завидую людям. Ну все, приехали. Вот, это, я видел с сопки вот эту затопленную дорогу. Все, получается, дальше. Ну, можно проехать, мне кажется, здесь не так глубоко. Ну, зачем? Если только колеса помыть, у меня они все в грязюке после леса. Так вот заехать и выехать. Точно. Сейчас, наверное, так и сделаю. Встретился с мужиками. Едут на охоту, да? Передавайте привет всем нашим зрителям. Попросили меня сейчас это провести их. Еще вперед. Нормально прошли. Ну ладно, все, я думаю, нового мы сегодня больше ничего уже не увидим. Как вот, мне интересно, тогда вот вроде все уже там заканчивал, раз ребята подъехали и интересной темой занялись про весах. Импровизация, повторюсь еще раз, это вот я выбрал этот стиль. И он тоже выбрал меня. Вот так вот. Ну все, отличные 3 дня. Спасибо, что были со мной. Мне было одному не скучно. Потому что я знаю, что я не один. Все, давайте. Всем отличного лета. Проведите его максимально интересно и максимально кайфово, как только вы можете. Не ленитесь.